действительно, можно сказать, жизнь видел изнутри, учился вот с нашим другом Ренатом Шагаличем Кудашевым, он учился в техникуме. Он осваивал специальности, нефтяные специальности, затем он закончил институт в Уфе, начал работать, достаточно быстро стал руководить, потому что был специалист. Потому что специалистов тогда ценили, не то что сейчас, потому что специалисты это все. Ну, как сказал один великий человек, кадры решают все. И действительно, когда были кадры, они решали все. Они воспроизводились, они росли, и они брали на себя ответственность, брали на себя власть и решали все. Руководил заводом, довольно крупным предприятием, нефтеперерабатывающим. Затем пошел уже на государственную службу. Не сам пошел, он туда не рвался, никто его не толкал, как сейчас. Никакие ни дети, ни братья, ни сваты, тогда такого не было. Он вышел сам. И это правильно. Он стал руководить сначала Министерством Российской Федерации, а затем он стал уже руководить главным нефтеснабом. Ну, как вот на первый взгляд, это все звучит как-то так вот непонятно. Ну, СНАП и СНАП. На самом деле это министерство стратегическое. Что такое обеспечение топливными ресурсами? Это функционирование нашей кровеносной системы. Это обеспечение всех предприятий, всех регионов, не будем говорить, что только жители, это обеспечение транспортной системы, обеспечение авиации, чтобы самолеты летали. И прежде всего это обеспечение советской армии. Потому что советская армия это было наше все. Была настоящая, сильная, боеспособная армия. С хорошими традициями, хорошими возможностями и серьезным опытом. Он застал период, когда был очень сложный, потому что этот период, когда он руководил этим ведомством, был период, когда был разгар холодной войны, была программа «Звездных войн», авиационная программа, были программы Запада, чтобы лишить нас возможности экспортировать нефтепродукты, на современном языке перекрыть нам трубу. И вот в тот период он, тем не менее, все-таки он наши позиции отстоял. Ну, во-первых, у нас нефтепровод дружба работал, функционировал. Все наши друзья, они были действительно друзьями в Восточной Европе и во всем мире. Они горе не знали ни в чем, они были обеспечены, они были гарантированы, они верили в завтрашний день и не беспокоились. В чем было преимущество нашей жизни. Кроме того, это период начала афганской войны, когда тоже была серьезная задача, не было никаких коммуникаций, вы прекрасно знаете, что это дикая страна, гористая, никаких, конечно, нефтепроводов, даже нормальных дорог не было, но надо было обеспечивать, тем более там колоссальное количество техники было введено в Афганистан, авиации, и это все должно было бесперерывно, бесперебойно работать. И это тоже обеспечивать. Поэтому, ну, так сказать, глядя на такое непонятное название, все-таки должны понимать, что это был мотор, который обеспечивает. Ну и то, что действительно тогда был период, эпоха гигантов, если мы возьмем высших руководителей всех стран, ну, после военных, началось это с времен войны, с 30-х годов, был Деголь, был Рузвельт, Сталин, был Мао Цзэдун, были канцлеры Германии, я не говорю о первом канцлере, который, в общем-то, плохо руководил, но тоже был человек очень сильный, серьезный. Были, так сказать, и канцлер Аденауэр, Гельмут Шмидт, были другие. Вилли Брандт, с чего началась у нас разрядка в Европе. Все были фигуры. И у нас тоже, хотя мы посмеемся над Леонидом Ильичем, но много было сделано. Во-первых, страна не рухнула, потому что это была война, настоящая война. Она все-таки окрепла. И то, что у нас сейчас летает, ходит по морю, плавает под водой, эти гусеницы, это современные линии. Это все было разработано тогда. В общем, не надо обольщаться, что сейчас мы что-то такое делаем. И вот он все это дело обеспечивал. Он был соратником очень великих людей. У нас были великие руководители. Плотно работал с председателем Госплана Вываком, с председателем Совета Министров
руководителями правительства, с нашими министрами. Это были легендарные министры. То есть каждый министр был личностью, государственный деятель. Сейчас нынешний, будем говорить, не открою секрета, любой федеральный министр, он не тянет на уровень регионального директора регионального завода. Даже не будем говорить общероссийского значения. То есть тогда люди знали, чем они занимаются, что они выпускают, для чего они это делают, какие люди у них работают. Знал их поименно. Ну, нормальный руководитель, я вам скажу, что, наверное, все-таки минимум 1000 человек поименно знал со всеми внутренними проблемами. Сейчас этого нет. Есть папа, есть сын, есть управляющий менеджер, управляет не знаю чем. Сегодня пришел управлять нефтью, завтра пришел управлять авиацией. Это даже не комиссар полуграмотный. Тот хотя бы у него было стремление выучиться и понять. Сейчас этого нет. Поэтому мы, наверное, мы распрощались безвозвратно с этой эпохой. Но вот Талгат Закирович эту эпоху представлял, и он ее, является ее представителем ярким, и все-таки он, так сказать, крепил мощь нашей страны. Но прекрасно знаете, что у нас потом в 1986 году и далее начали происходить события невероятные, которые во сне не приснятся. Естественно, были такие люди на всех уровнях, от директора крупного сельхозпредприятия, директора научно-исследовательского института, министр или начальник управления, секретаря ЦК, руководителя региона. Этих руководителей всех убрали. По моим прикидкам, 1200. Потому что это люди были самостоятельны, имели свою точку зрения, могли ее отстаивать, добиваться своих целей, и невзирая ни на какие высшие эшелоны власти, могли все сказать прямо в лицо. Такие люди были не нужны, чтобы сотворить то безобразие, которое сотворили с нашей страны. И он попал, конечно, под этот молох среди всех этих руководителей. Его, в общем-то, я бы сказал, ошельмовали и убрали. Знаете, человек 5 лет просидел в тюрьме. Отобрали все госнаграды. И тем не менее он сохранился. Сохранил в себе мужество, сохранил в себе веру в людей, сохранил доброжелательность и силу начать восстать из пепла и начать снова работать. Поэтому, конечно, мы должны помнить о таких людях. Их было много, вы всех не перечитаете, может быть, кто-то что-то есть. Я очень благодарен как раз Рустаму Эмалиеву, руководителю штаба, что он поддерживает эти добрые традиции, именно чтобы мы хранили память об этих людях. Многие люди написали воспоминания себе, вот у него тоже есть прекрасная книга, которую написал Талгат Закирович. И, может быть, кто-то что-то пишет, мы должны это дело хранить, потому что это не просто память, это не просто какие-то биографические данные, это, в общем-то, учебники, как нам жить, как нам поступать, потому что это модель управления, модель действий, модель, в общем-то, целеустремленности человеческой воли. Я на этом, наверное, завершу свое, так сказать, не очень краткое вступление и предоставлю слово присутствующим здесь гостям. Сейчас предоставляю слово Тулинову Сергею Загитовичу, генералу, герою России. Қатармалайым районынан Рекеген ауылдан туған 78 кіші семьяда ойлар, туғаннар, упалар. И вот у нас говорили, деньги есть, погуляем, денег нет, Чешмы сидим. Там станция Аксенова, дальше Раевка, Чешмы, Дюма, Уфа. С уходом наших бабушек и дедушек ушла эпоха людей, которые участвовали в гражданской войне, перетерпели голод, как бабушка рассказывала, 20-е годы, 22-е годы и Поволжье. Поэтому нас в больших семьях, особенно тогда все большие семьи, были приучали, как хлеб убирать, как кушать, как со стола и так далее. Вторая плеяда – это целая эпоха, наши отцы и матери, которые прошли Великую Отечественную войну, послевоенное время восстанавливали. Мой тоже отец фронтовик, к сожалению, их нет, и вот эта эпоха ушла. Удивительные люди были, потому что насчет чистоты, насчет человечности и так далее. Следующие – это люди, рожденные в предвоенное время, как
Алгат Закирович в 30-х годах, которым досталась война, молодые годы, детские годы, которым досталось восстанавливать народное хозяйство, разрушенное после войны. И когда мы много раз разговаривали в научном представительстве, на разных мероприятиях, здесь вот присутствует как раз мой друг, герой России Владимир Ильшатович Алимов, Ихсанова нету, герой России, мы так собирались. И однажды он, я не знаю почему, как-то после одного совещания мы с ним один на один сели, и он так рассказался, и мне так приятно, я думаю, почему мне так вот настолько доверия и так далее, настолько приятно было. Мы с ним вот так вот сидели просто, и он те годы, о которых говорил, именно вот этого он говорит, бывает и всякое, и у военных, и у других, говорит, чтобы после меня, чтобы, говорит, не было разговоров каких-то там туда-туда, это, говорит, было вот так вот. И отец тоже рассказывал такие вещи. И даже когда я в партию вступал, говорит, курсантом десантного училища, он говорит, не торопись. Придет к выпуску там и так далее, я на втором курсе уже там меня взять не торопись. Такие вещи были, наверное, искривления в советское время. Но пройдя такой путь, о чем сегодня в некоторых таких эпизодах было показано, имея звезду Героя Соцтруда, имея орден Ленина, орден Октябрьской революции, 2 ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы и так далее. Это удивительно. При всем этом настолько вот эта чистота и такая простота душевная и так далее. Я в него, честно признаюсь, при родственниках и так далее, я влюблен был просто в человека, мы просто так вот. И много разных советов, которые я сейчас не хочу говорить, разных советов дал. Когда возраст спросил у меня, я говорю, уже за 60, ну они же кто постарше, и сегодня даже вот, некоторые, я говорю, а ты молодой, говорит, еще. И всегда вот так вот, и так хочется быть молодым, и в 60 и 70, наверное, кто старше тебя всегда оказывается. Но когда таких людей не становится, и вот как-то пустота, особенно самым близким людям, детям, дочерям, сыновьям, уже нету той, такой, я не знаю, потолка, крыши, слово, может, некрасивый, вот такой опоры остаешься. Мы тоже это все испытали на своей шкуре, в своем пути. И пройдя такой путь тернистый, и учеба, и в деревне родиться, и техникум, и институт нефтяной, и институт народного хозяйства, или сейчас Академия, наверное, Плеханова называется, да, уже как раз то, что он заканчивал, то есть работая и быть руководителем, и учиться постоянно и так далее, и потом оказаться в той обстановке и остаться человеком, это очень это сильная личность, сильный человек. И после этого с нуля начать, и не просто опять идти. Вот пример. Пример мужчины, пример человека, и зам руководителя, полномочного представителя Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации. Долгие годы землячеством жил. Он же сам говорил нам, Владимир Ильшатович, говорит, неправильно, когда другие там стали, когда мы членом правления там, неправильно, говорит, это должно быть по направлениям и так далее. Военные по военной линии, там, да, сектор там, или как угодно, клуб назвать, врачи и так далее, говорит, с Республики Башкортостан. Ну, она же, говорит, богатая республика в отношении людей, тех, которые живут в Москве здесь, рожденные в Республике Башкортостан, Башкирская ССР и так далее. Вот это все не приняли же изначально. И вот это много можно говорить сегодня. Я честно признаюсь, вот этот от теплоты его, от тех встреч, от того урока, который он преподал своим примером, своей жизненной позицией до последнего момента, работая, трудясь, не сдаваясь ни в коем случае. Потому что, вы сами знаете, упал телом, могут поднять, сломался и так далее. Упал духом, затопчут.
Это правило я на себя испытывал. Поэтому, как родного человека, как старшего нашего товарища, как нашего земляка, как человека легендарного, большой буквой, и вот сегодня те вещи, которые хотел рассказать, кусочками, может быть, не очень так вот получилось. И так вот, это его жизнь, нескольких вот так вот разделить, особенно наше время, нашей современности, ну, не знаю, десятки жизней его хватит и вполне будет достойно еще людей. Поэтому просто сегодня огромные слова благодарности, что мы собрались сегодня на 40 дней. Пусть вечная память о нем всегда будем помнить, как учителя, как старшего товарища, как нашего земляка. И дальше будем встречаться, как встречались на разных мероприятиях. Будь это полномочное представительство. Сейчас мы 22-го летаем в Уфу, там на 5 дней. Там нас пригласили 6 героев. Там Чич-Чич-мы пройду, поклонюсь. Мякинский район, деревню хочу на один денек как раз там спланировал. Так вот, свою родину. Спасибо, что я... Дорогие друзья, родственники, земляки. На мероприятии. Аллах, наверное, видит, что... Видит, наверное, что я вот почему не прибыл на похороны, я просто не знал. И в тот день, когда хоронили, я был в реанимации, честно скажу. То есть это причина такая, я дальше не буду ничего говорить. Я был, конечно, поражен очень этим делом. Ведь ушла, знаете, эта глыба ушла. Вот все-таки какой человечный человек был, да? Ведь, смотрите, посадили один раз на 5 лет. Ведь сколько мы могли, это такая вещь, сами знаете, да, страна большая. Если была страна совсем маленькая, там, а топливе, ну как сказать, может там на такие времена, может быть, на лошади доехать и все остальное. То когда огромнейшая страна, хочешь не хочешь, топливо это все, это жизнь. И вот он рассказывал столько много вещей, да, я не буду сейчас повторяться, вот, да, это Сергей Леонидович сказал. Да, много мы встречались, Альфия, он знает, так мы дружили, все. Он всегда переживал, всегда был, как сказать, ведь он ведь не, полпредстве был, вот он ведь, вы помните, да, там, он не грубил, то есть он с ними очень хорошо жил, и все остальное жил очень хорошо. Но ведь он понимал, что что-то не так делается, да? Взять Татарстан, взять Башкортостан, да? Сколько денег выделяет туда-сюда, берется даже обыкновенный какой-нибудь праздник, 23 февраля, старики, генералы, которые воевали во Великую Отечественную войну, нет у нас представительства денег. Мы сейчас, кстати, приедем к новому главе республики, вот с ним, я лично задам вопрос, скажу, почему так получается? Почему у нас нет денег в полпредстве на такие вещи, как, например, забота о старшем поколении? Где у нас у Путина написано, что первым, что делать, это забота о старшем поколении, потом уже идет промышленность и все остальное. И я вам скажу еще такую вещь. Вот как-то было так, что подходит, говорит, Володя, ты почему не носишь звезду? Я говорю, да как-то, ну, когда парад там, ну, ходим, мы, тем более мы, и форму-то не часто носим. Мы говорим, а что вы звезду-то свою не носите? У меня там история. Мы говорим, эту историю мы уже изучили, мы всю историю знаем, мы даем добро. Когда человек, который много-много воевал, дает, и говорит ему, что носи, ни перед кем даже, ну, вот, как сказать, ни перед кем не оправдывайте все такое. Он говорит, вы помните, стал даже носить, стал одевать эту звезду. И ведь он ее заслужил от чистого сердца, то есть таким трудом, каким, ну, те времена люди жили. Вот сейчас бы меня уже раз 50 посадили. Говорят, а вот какой там уже, наверное, я уже сгнил. Как? А они не боялись, работали, потому что они истинны были своей родины были сыны. И вот говорят, ушел от нас Бабай, какой он Бабай? Вот для меня он картопет. Аксакал. Может, Аксакал, не знаю, я, может быть, не очень тонкости татарско-башкирского языка знаю, да, я вам скажу, с другой стороны, что, ну, у меня сердце, вот, честно говоря, лопнуло.
И вот полпредства, я не знаю, можно, нельзя, но надо будет подумать, я не знаю, может быть и предложить. Всякое бывает. А почему не назвать именем нашего великого сына нашего народа? Или предложить улицу назвать. Ведь мы опять не думаем об этом. Думаем, да ушел человек, мы все его любим, все остальное. Остаться должно от человека что-то, хотя бы вот таким образом. Почему? Не достоин? Достоин. Надо будет какая-то помощь, мы впряжемся. Нас уже много. Нас уже 25 человек героев России и Башкирии. И никто об этом не знает. Говорят, в Башкирии 5-4 человека. Мы же с шаманом ездим. Я знаю. По всей стране мы ездим. И никто не знает. До этого был президент республики. Неплохой, может, человек, я не знаю, нам военным мы не будем никогда говорить. Плохой, хороший, ребята, это дело властей, дело народа и все остальное. Мы военные люди. А я вам скажу так, что этот человек ни разу не собрал героев, ни разу не собрал за свое правление героев. Мы ни разу в Башкирии не собирались у него в кабинете, так чтобы он с нами пообщался и все остальное. Поэтому надо возрождать и нас полпредства, в котором долгие годы работал Картатей наш. Я думаю, надо работать по этому поводу. И дай Бог, дай Аллаху, чтобы он там себя чувствовал хорошо и смотрел на нас с теплотой, потому что самое-то главное в жизни, что человек помнит. Когда перестает помнить, он становится труха, вообще ничего, вот просто ничего. А вот, я думаю, его будут помнить. Хотя помнить его за доброту, за душевность и за скромность. Даже скромный человек, хотя, да, на самом деле, когда мы посмотрели, я прочитал его книгу. Я читаю книгу, и такое ощущение, что я по тем временам, когда историю партии учил, ну, в свое время же, да, когда в высшей школе учились и все остальное. Ну, вот он по письму пишет, вроде своим языком пишет все эти дела, вот все то, что он писал о своем заводе и все остальное. А пишет так все, как будто ручей бежит, вот, то есть профессионально, красиво, доступно. Я долго не буду болтать, потому что, да, болтать это не красиво для мужчины. Просто большая память, пусть земля ему будет пухом. И самое главное, давайте не забывать его на века. Если мы будем не забывать, вы знаете, я уж повторяться не буду, это очень здорово просто. Он на нас сейчас смотрит, и он видит, что мы говорим от души. Это самое главное. Мен просто пытайся айтымен туғаннар. Мен фамилиям Закиров, Владимир Закирович, капитан первого ранга, тоже менің тусам тұрады. Ахат. Айтасым келе шуындай сөз, айым. Мен мына бітіріп іздеймін, шушы китапны уже оқып шыққанбыздар. Наверное, у всех сложилось такое впечатление, что человек не пропустил ни одного человека, с которым он работал. И, смотрите, не забыл никого, абсолютно, понимаете? До мелочей, так? И вот я, как военнослужащий бывший, я тут посмотрел внимательнейшим образом, что писали о нем генералы, маршалы. Это вообще удивительное такое совпадение вот, оценки человека со всех, можно сказать, позиций, со всех вообще слоев населения. Это, знаете, редко так бывает, что вот ты живешь, да, и не знаешь вообще, как говорят, Хошан китуны, хошан килюны, бір білмейділер, әйме. Тұрмыш шу қадар ауыр, или шу қадар қуатлаулы, оны мына бір сөз білен әйтірге де мүмкін жоқ. Мен танышуым бірінші танышуым болды Талғат Закирович білен 1 мартта 12 елда. А бұл китап шықты 7 елда. Вот, то есть,
шушы уақыт орасында оның мына бір нәрсесі өзгермеген. Оның кішілігі, болған кішілігі, шу қадар мына шушы ел арасында бір нәрсе өзгермеді. Мына шуны айтасың келе, что шушында китапта yazылған, оның әйбәт етіп yazған, нешік мына шушы министр дәрежесіне көтеруі, нешік оның шунда оны текшерулері турында. Ол даже бір нендей оның өпкәсі де жоқ ол турында. Значит, вот, то есть, ол шақта бізне мына былай ғына шундай зор ішке қошмайлар. Кадровая политика, как говорят по-русски, да, была отработана железно со времен, вообще, так сказать, создания советской власти. То есть людей ставили таких, которые защищали остальных людей. То есть, вообще-то, была настоящая социальная забота в государстве. Не так, конечно, сейчас, потому что вот он про Горбачева пишет в этой книге, так, дорогой, говорит, Горбачев, он вообще действительно стал очень дорогим для нашего народа, для нашего государства. Человек потерял все, вообще-то, которое мы создавали, наши, даже я еще 13 лет пахал землю. Ну, как самое сказать, у нас не было вообще, нет тракторов после войны, вообще даже лошадей не было. Деревню, вообще-то сказать, мы боронили нашими коровами, которые перестали дать молоко. То есть люди умирали с голоду, те, которые воевали, пришли после этих войны. Значит, пуля не брала, а голод брал. Я в своей последней книге написал «Ашлықтан күн күшледі». Біз ашлықны жеңіп шықтық, потому что вот как Талгат Закирович, вот так вот мы ее как помним, что это был человек, который никогда не сломался. Это был человек, который даже мы с ним встречались, я после службы капитан первого ранга, он министр, мы встретились в представительстве нашем башкирском, сидели и пешком пошли по домам уже поздно. Пешком пошли с этого представительства до Комсомольской площади. И он мне рассказывал, как он создавал катализаторы. Это вообще-то, знаете, я сам всю жизнь занимался техникой. Ну, я сейчас вообще, сказать, академик энергоинформационных наук. Я поразился его аналитическому мышлению. Знаете, он, все до таких тонкостей мне рассказал работу катализаторов и как их вообще регенерировали. То есть он внес вообще огромный вклад научный, не только как руководитель этого завода, да, но еще как научный человек. Я хочу сказать, что я много можно говорить о нем, не хочу вас занимать вашего времени много. Ну вот, мы рады, что в Башкирии жили, руководили такие ребята. Мы рады, что вообще-то сказать, он оставил после себя великолепное наследие. То есть завод, это рабочий класс, который продолжает его дело. Так? Конечно, вообще все меняется. Я хочу сказать, такого, конечно, ухудшения экологии, когда он работал в Башкирии, такого не было, как вот сейчас, ухудшение экологии. То есть эти люди, вот я помню Шакирова, так, который вообще-то сказать, сам контролировал, где будет стоять эта бурильная машина. То есть берегли они нашу экономику, нашу экологию, и благодаря мы вот пока вот так живем. Так? И хочу сказать спасибо Талгату Закировичу, таким людям, которые нам создали вот такой хороший, можно сказать, условия жизни.
И, конечно, жалко, что такие люди уходят. К сожалению, вообще, так сказать, видимо, такие законы жизни. Но все равно вообще они остаются в нашей памяти. Пусть им будет вечная память. У меня все, спасибо. Я должен сказать о том, что я в представительство пришел работать в 2003 году и сразу же с первых же дней начал работать вместе с Талгат Закировичем. Талгат Закирович в это время уже возглавлял региональную общественную организацию «Землячество» Башкортостана в Москве. И, в принципе, я был его первым помощником. Почему? Потому что на представительстве тогда был коллектив небольшой, маленький, в отличие от сегодняшнего коллектива. И всю работу по землячеству, по документам, по работе с людьми мы вели фактически вместе. И вы знаете, у меня в памяти Талгат Закирович остался человеком, которым я всегда восхищался и восхищаюсь. Почему? Потому что, ну, во-первых, этот человек был строгой самодисциплиной. Я вот всегда ему поражался, что он всегда приходил к представительству, уже мы приходим на работу в 9 часов, а он уже с 8 часов утра, даже с 7:30 сидит на рабочем месте и читает все утренние газеты. И часа 2 он посвящал тому, что он анализировал то, что происходило не только в России, но и в мире, в Башкирии. И меня всегда это удивляло. Вы сами прекрасно знаете, что человек не только жив, но и здоров именно тогда, когда он занимается разминкой ума. И вот мне казалось, что Талгат Закирович в этом плане молодец, он как бы занимался вот этим ежедневно, поэтому у него работа мозга, работа мысли до последнего всегда была очень такой своевременной. Всегда было интересно его выслушать, послушать его мнение о том или другом, а тем более человек, который всю жизнь работал наверху, у которого Муртаза Губайдулович начинал свою рабочую путь, и он знал все вот эти вот скрытые ходы, скрытые отношения. Было его очень интересно в этом плане слушать. Он делал свой анализ, он делал свои выводы, и поэтому у него очень часто и его прогнозы на будущее оправдывались. В этом плане мне вот хотелось бы быть, если вот Бог даст прожить много лет, быть таким же, как и он в его возрасте. Второе, я всегда поражался тому, как он относился к своему здоровью. Мы всегда очень все как-то относимся к своему здоровью немножко, ну, как сказать, прохиндейски, что ли, вот до последнего тянем. Он нет. Несмотря на то, что вот у него много было своих болячек, он был очень в этом плане дисциплинирован. И полпредства, вы знаете, он до последнего, пока у него было, позволяло здоровье, ходил пешком. Меня вот это очень удивляло. То есть человек не ленился идти пешком с работы до полпредства в таком возрасте, потом еще обратно. Приходил домой на обед и обратно уходил в полпредства. Это, конечно, была поразительная вещь, что он вот ходил как можно больше и дольше пешком. Вот это вот всегда было удивительно. Потом, конечно же, мне всегда, вот он до последних дней, вот как начинал свой рабочий путь, как он был руководителем большого предприятия, да, всесоюзного масштаба, который заботился о людях, о простых людях, так и он это остался до конца жизни, что вот он, к нему приходили люди, как руководители землячества. Люди помнят еще его руководителем всесоюзного предприятия и обращаются за помощью. И он до конца старался им помочь. И более того, я помню, что он еще больше сильно переживал из-за того, что он не мог уже помочь. Потому что времена изменились, люди поменялись. И, естественно, пробивать было помощь людям, другим было сложнее. Иногда даже вообще невозможно было. И это его расстраивало еще сильнее.
Потому что он помнил другие времена, он помнил другое отношение к людям. И вот это его, конечно, очень сильно всегда беспокоило. И поэтому, конечно же, мне вот очень хочется, и я согласен вот с Владимиром Дишадовичем, что надо вот его память сохранить. Я думаю, что, наверное, сейчас уже вот сыновья, родственники думают над этим, потому что я знаю уже по опыту из других наших земляков, очень многие вот занимаются именно сохранением памяти. И самое главное, вот, вы должны понять, что кроме вас это никто не сделает. Хорошо, если найдут люди-сподвижники, которые со стороны будут делать все, что должны сохранить Общественность память. должна, потому что ну, Азат, родственники это мало. возвращаюсь Вот вот все. к этому, да. Но- Статус подходит, герой, все уже пройдет. Владимир Александрович, просто я могу сам сказать. Вот у меня дядя, да, он из Башкирии, известный фольклорист. В Грузианском районе музей, есть один только музей в Старосухагула. Больше никакого музея нет. И этот музей посвящен моему дяде. И этот музей пробивает только его дочь, только его внучка, только они. Больше никто. Все остальные только помогать могут. Но музей создать в деревне, это только они могут. Поэтому вот я просто говорю, в то же время у меня есть другой наш земляк. Ну не могут его, вот, или дети не хотят. Но я, скорее всего, думаю, что такого не может быть. Не могут. Не хотят. Значит, не хотят оставить память о своих предках великих. И поэтому я думаю, что вот в Чешминском районе, в Чешмах, это обязательно нужно сделать. Вы сами знаете, В Москве средства напишет, а мы подпишемся. Антошкин уже при живом Антошкине Вову Антошкина не трогать, он трижды герой. Поэтому это тоже имеет значение. Азат, Ну, а а ты помнишь? здесь, в Москве, я думаю, что вот сейчас, вот, например, мы занимаемся сквером Николая Киселева, да? Николай Киселев наш земляк. И сквер его существует на Новом Арбате. Вот сейчас мы вот этим как раз тоже процессом занимаемся. Я могу просто вам в качестве совета сказать, что вот повесить мемориальную доску в Москве очень тяжело. Это А кто вообще тяжело. занимался? Азат, ты вспомни, когда Нуриев, Зия Нуриевич ушел из жизни, кто занимался, чтобы назвать улицу в Уфе Талгат Закирч? Да, Талгат Закирч. да, совершенно Не верно. родственники, а чтобы улицу Нуриева назвать, занимался Талгат Закирч. Ты, Азат, сам помнишь? Да. Нет, Азат просто с себя ответственность снимает. Азат, мы тебе не Я дадим. из себя не снимаю. Нет, даже Наоборот. начинаешь ты, а мы помогаем. Вот так вот, давай, это правильно. Здесь, ну, вы знаете, вот поэтому, чтобы мемориальную доску повесить, это тоже нужно работу проводить, большую работу. Причем вот это все надо делать. Есть статус, где прямо в уставе города Москвы написано. Откройте просто для себя и прочитайте, там все будет написано. А мы вам поможем. Да, вот, давай не будем спорить сейчас. Совершенно Давай. верно, согласен. Сполпредство, Но да, надо- вы, да, но вы надо начинать начните, с этого. да, но со Да, всех сторон, да. когда это надо. Поэтому вот это вот дело надо делать очень большое. Почему? Потому что вот я знаю, что уже Талгат Закирч давно собирал материалы о своей жизни, собирал фотографии. И вот это все нужно передавать в музее, передавать другим людям, передавать новым молодым поколениям. Поэтому я очень рад видеть Федору Файзеевну. Дорогая Файзеевна, вам здоровья. У вас все было хорошо. Старайтесь, держитесь. Я более чем уверен, что ваши дети сделают все, чтобы сохранить вот как можно дольше память о Талгате Закирче. Спасибо. Азат, к сожалению, не зам полпреда, навел мне такие мысли, я еще хотел пару слов сказать, но хотел бы таким тезисом: никто не даст нам ни избавления, ни бог, ни царь, ни герой, как пелось в одном нашем старом гимне. Действительно, помнить предков — это очень, очень важно. Но вот я хотел сказать об одной инициативе. Вот в Татарстане
объявили конкурс «Моя родословная». Там 5 номинаций. Первый — это 1-4 класс, потом средний класс, в общем, молодежь. И последний только для взрослых людей, чтобы вот написали родословные, ну, о своих предках, то есть память предков. Хочу сказать, что мы живем совершенно такое бестолковое время. Вот вы, если смотрите телевидение, ну хотя бы Первый канал, 3 дня транслировали Аллу Пугачеву. Да, талантливая артистка, эстрадная певица. Но неужели нужно 3 дня, включая программы, расписание, транслировать такие вещи? Даже когда хоронили Леонида Ильича Брежнева или еще какие-то другие события были, такого безобразия не было. Или вот, я даже сейчас ее фамилию забываю, умерла эта актриса. Ну не знаю вообще. Тоже 3 дня, да я даже не знаю, кто она такая. А вот такие люди, как вот Талгат Закирович и другие, не менее значимые личности, они совершенно не упоминаются. Мы что, страна клоунов, паяцев или еще кого-то? Мы страна, в общем-то, людей созидающих. Мы, в общем-то, не животные, мы не рабы, поэтому мы должны все это как-то, ну, поставить на свои места. Естественно, сохранять память и показывать, кто мы такие есть. А так какая-то певичка, какая-то артистка, кто является чьим-то ребенком, от кого гены, там, экспертиза ДНК, да это же просто позор, это безобразие. Это оскорбительно. Поэтому мы, конечно, должны приложить, в общем-то, максимум усилий, чтобы все это дело у нас продолжалось. Действительно, музеи великих людей обязательно на родине, обязательно доска мемориальная в тех местах, где эти люди работают. Просто таких людей уже нет, наперечет. Мы теряем наше богатство, мы теряем нашу историю. Ну, раз я немножко коснулся медицинской темы, я сейчас хотел бы предоставить слово Кариму Даниэлю Юсуфовне, профессору, представителю нашей медицинской. Bilesizmi? Halk dilinde anı neft ministri yürütürler. Şundan da bütün Soyuz kulemindeki devlet komitesi reisi bulgan kişi. Her vakit bigrek takımlı tırmışları ötüp gitken, tırmışları indi tamamlangan kişilerini iske alırday söz şaktı. Onun kılgan işleri, onun yürütken fikirleri, mene kalgan nesilge, kalgan buğunğa tapşırırday onun şunday diren fikirleri bulgan. Mene şunысы bigrek de көңілі. Şunluktan bugün нищиктір mene легкая грусть деп айталар, име? Такая светлая грусть. Светлая грусть, легкая грусть. Потому что такая умиротворенность, что вот человек прожил такую достойную жизнь. И поэтому даже приятно, что мы соприкасались с таким человеком. И шунысы бигрәктә игътибарга лаеклы. Безнең арада бер кайчан да үзен масаеп йөртмәде. Масаеп куймады үзен. Арада шундый тыйнак кына кеше булып йөрде. Баксаң күрсәң, нинди тирән биографиялы кеше икән. Һәм хәзерге исән кешеләр турында әйтәсе килә. Һәрбер кеше, әйтәбез, имеет право на свою индивидуальность. Һәрбер айрым алынган кеше үзенә бер төрле кызыклы, үзенә бер төрле ниндидер байлык биргән, белемнәр биргән, ниндидер эшләр кылган. Менә шунлыктан әйтеп узасым килә. Һәрберебезнең кылган эшләре бөтенебезнең хәзинәсе, халкым хәзинәсе. Һәм шул хәзинәгә менә бүгенге без искә алган Тәлгат әфәнденең өлеше бигрәк тә зур. Шуның өчен рәхмәт. Кемулы, Башкортстаннан, Орай районынан, доктор экономических наук, профессор. И Аллах кайдис. Закир улы Талгатны зиратку принчикәндә аягыннан тайдырма, иманыннан яздырма, жаны ыймак турында булсын. Һәм без аның турында һәр вакыт искә алып, һәр вакыт аны хөрмәтләп, буыннан буынга таратып җиткерергә тиешбез. Ул безнең үзебезнең күңелебездә, киләчәк буыннарда үрнәк булып кала торган кеше. Мин аның белән яшь вакытта Уфада чакта таныштым.
Ул вакытта Союз күләмендәге заводның иң алдынгы, иң дәртле, иң яшь җитәкчеләренең берсе иде. Мин ул вакытта обкомда эшләйдем. Обкомда һәр вакыт чит илләрдән делегациялар киләдер. Һәр вакыт алган Закировичка кайчан гына әйтсәң, Наил Миназир килегез. Bütün sos лагерінің келген делегациялар her вакытта, внепланно, вечером, даже Орджоникидзе дворесына, концертларға, спектакльларға алып барып бердім. Румынский делегацияны. Округ Галли, біздің почти ой сайын келеді, біз дуслықта еді. Һәм шуннан соң біз оның белән мында Мәскәүдә бер артлы Мәскәүгә килеп чыктык. Мәскәүгә килеп чыккач, аның белән тагын җәмгыять эше белән бәйләнеп киттек. 1901 елда якташлыкны, Башкирский землячествоны бергә кордык. Бар иде төрле мәсьәләләр, эшләй татарлар өчен моны дип дәйтек юк. Башкортстаннан килгән кешеләр барсы да бер урынга җыелып, милләтенә карамаенча, дуслыкны кулга алып, бер-беренә ярдәм итеп, бер-берен белән тырышып, үлем эш алып барырга кирәк. Җыелган иптәшләргә үзебезнең тәкъдимнәрне бирәбез. Һәм 3нче елда устав эшләп, аны законный тәртипкә алып, 450 еллыкка багышланган Башкортстанның Россия дәүләтенә кушылган бәйрәмгә 2 ел эчендә 17 мероприятие үткәрдек. Менә әйттеләр бит әле представительләр, бер тиен представительство шушы мероприятиеләргә бер тиен акча бүленмәде хөкүмәт тарафыннан. Талгат Закирович организационный эшне алып бара, мин иптәш белән музыкально-поэтический частьне алып барабыз. Безнең өйдә репетиция. Талгат Закирович акча табырга тырыша, кешеләрне җыя, Дом национальностига ой ярымнан элек список бирергә кирәк, программа бирергә кирәк. Не вздумай срок сорвать, иначе безне не допустим. Менә шушы 2 ел эчендә шул кадәр мероприятиеләр үткәрдек. Менә беренчесенә темаларын гына карагыз. Башкортстанның туган туфрагы. Башкортстанның дәүләт хуҗалары. Башкортстаннан катнашкан сугыштагы сугыш чукмарлары. Шул нигә әйтәсем килә, бер генә вечерга 5 генерал алып килде. И аның белән һәрберсенең полковнигі да бар, майоры да бар, һәммәсе. 150 кеше. Басып торырга урын юк. Аны үткәрү өчен Дом национальностька бирмәделәр. Татарский культурный центрга кертмиләр. Еще ай шуның белән генә сугышып йөрде. Үзебез арасында. Кайда үткәрәбез? Ул шул кадәр настырный, шул кадәр добивался. Ул меня, Наилякимович, син иптәшегез белән музыкальный, мин аларны добью. Ход тартыннан ход язабыз, барабыз, безнең мероприятиеләр үзләренең фамилияларын куялар, безнең руководствода кичә үткәрелә иде. Нәрсә әйтәсем килә? Мондый кешеләр белән безгә ныклап горурланырга кирәк. Ул безнең горурлык беренче яктан, икенче яктан гыйбрәт. Ни өчен гыйбрәт? Гыйбрәтнең нәрсә икәнен беләсез? Позор халык өчен. Почему? Шул кадәр эшләгән 35 яшендә герой сотруда, 43 яшендә Мәскәүгә китерәләр. Дөнья күләмендә, Россия күләмендә, СССР күләмендә, соцлагерь күләмендә. Шул кешене имеш тегеле эшләгән, моны эшләгән дип ялаягып, үзегез беләсез нинди мыскыл ителде. Шуларны исәпкә алып, biz оешып аның турында не только вывески кешеләргә тиеш. Урам обязательно булырга тиеш Мәскәүдә, Уфада. Тут переулок, в конце концов, булсын Мәскәүдә. Уфада урам исеме булырга тиеш. Аның өчен без белән оешма белән
ярдәм итәргә тиеш. И тагын бер генә нейне әйтәсем килә. Мин үзем научный быел китап чыгарырга тиешмен, былтыр булырга тиеш. Хәзер шушы үзебезнең литература музыкальный центр аягны Талгат Закирович белән башлаган эш турында. Киләсе елга китап яза башлыйбыз иптәшем белән. Талгат Закировичның Мне нравится. иптәшем белән минем Әнкәй авылыннан ул Дүртеледән. Шуның өчен Талгат Закирович турында әз генә кыска мәгълүматларны тезисный форма. Күп кирәкмәй. 3 cümle, 4 cümle, 5'le almayacağız. Потому что мин аны уже план буенча әзерләдем. Аның күләме турая. Сезнең менә 3-5 cümләле фикерләрегезне әйтеп, шунда сезне кертергә мин риза. Рәхмәт барыгызга.